Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Всевышнего Аллаха, а именно один из видов поминания, один из самых искренних видов поминания, потому что когда человек взывает к Аллаху, то есть дуа, мы говорим о дуа, он наиболее искренний, потому что просит за себя, так ведь, для себя. Тема сегодня, казалось бы, она такая легкая для понимания, но она очень важная. И вообще самые важные темы, вопросы в исламе, они самые простые, потому что религия Аллаха, она не должна быть сложной, и даже если взять арабов, бедуинов, которые жили где-то в пустыне и пасли своих овец, вот эти основы веры, они должны были понять и претворить это в жизнь и оказаться в раю. Поэтому сложности в религии, особенно в вопросах веры, имана, не надо искать. И вот сегодня тема ад-дуа хаккун халисун лиллях. То есть мольба, дуа – это право единственного Аллаха. То есть это право Аллаха. Только Аллах прав, только Аллах достоин того, чтобы к Нему взывали, чтобы к Нему обращались со своими мольбами. В одном из прошлых лекций мы с вами приводили хадис, который приходит в сборниках имама Ахмада, имама Тирмизи, достоверный хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ад-дуа хуаль ибада». Дуа, мольба является поклонением. То есть, взывая, обращаясь к Аллаху, человек поклоняется Ему. И наши дуа, наши мольбы, наши взывания, наши обращения к Нему и спрашивание Его помощи – это все поклонение. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ад-дуа» есть поклонение. Затем он прочитал аят. Этот аят мы приводим в начале каждой лекции практически. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал аят суры Гафир 60. «Вакали раббукум», и вот сказал ваш Господь: «Уд'уни», взывайте ко мне, зовите меня, «Астаджиб лякум», и я вам отвечу, «Инналлазина ястакбируна ан ибадати», и воистину те, которые возгордились ан ибадати, в поклонении мне, или от поклонения мне, «Саядхулуна джаханнама дахирин», они непременно войдут в ад, в огонь, будучи униженными. Вот этот хадис, потому что аят внутри хадиса, так ведь, на самом деле указывает на величие дуа. На величие дуа. И дуа, мы все должны понимать, это поклонение. Это поклонение. И мы с вами говорили, что даже цель дуа не всегда, вот ты обратился к Аллаху, и Аллах тебе сразу ответил, да? Нет. Даже если мы не получим мгновенный ответ, хотя Всевышний нам обещал: «Уд'уни астаджиб лякум», вы взывайте ко мне, а я вам отвечу. «Ва ида са'аляка ибади анни фа инни кариб», если рабы мои спросят у тебя, то есть у пророка, обо мне, скажи: я близок. «Уджибу да'вата дага ида даган», я отвечу мольбе взывающего, когда он ко мне взывает. Аллах обещал. Но даже если не было бы ответа за наши мольбы, мы должны воспринимать это как поклонение. Мы же не ждем от каждого намаза, вот сейчас намаз прочитал, и сразу там у тебя там карта онлайн, Сбербанк начал пополняться, да? Или там какие-то проблемы начали решаться. Нет, мы поклоняемся Аллаху.
Мы рабы Его. И это суть нашей жизни, это смысл нашей жизни. И не всегда мы сразу чего-то ожидаем от этого. Просто иногда даже мы поклоняемся Ему как в знак благодарности. Афаля акуну абдан шакура. Когда у посланника Аллаха жена спросила, ты почему так себя изнуряешь, да? Потому что он ночами, саллиллаху алейхи вассалям, выстаивал молитвы, да? Он сказал, то есть жена сказала, Аллах тебе и так простил все твои грехи, ты все равно будешь в раю. Да? То есть если ты будешь в аду, тогда кто будет в раю? И пророк ﷺ сказал, так вот за это я и благодарю Аллаха. Поэтому дуа это тоже поклонение. И мы должны смотреть на дуа как на поклонение. И не просто такое обычное поклонение, это суть поклонений. То есть от дуа гуаль гибада, если в этом хадисе, другие хадисы, то есть лейса шай'ун акраму айндаллахи мин ад-дуа, нет ничего почтеннее выше перед Аллахом, чем дуа раба. Поэтому Всевышний единственный тот, который достоин поклонения. И Он единственный, которому мы можем взывать. Только Он достоин, чтобы к Нему обращались, взывали к Нему и просили у Него. Это есть право единственного Аллаха. И также мы с вами уверовали в то, что нет у Аллаха сотоварища. Нет равного никого, ничего Ему ни в чем. Как, например, филь хальк, в сотворении. Аллах единственный Творец, Халик. Поэтому мы называем своих детей Абдуль Халик. Халиком мы не можем назвать. Как еще есть ряд имен Всевышнего Аллаха, которые присущи только Ему. И мы говорим Абдуль Халик. То есть нет у Аллаха сотоварища в сотворении. Только Аллах Творец. И все, что мы видим, все, чего мы не видим, чего мы не знаем, у нас нет знания об этом, да, потому что наше знание ограничено, но все, что существует, все существа, они существуют только благодаря тому, что Аллах их сотворил. Поэтому Всевышний говорит «Хада халькуллах». То есть в Коране во многих аятах Всевышний рассказывает о Его творениях. Вот почему так много Аллах рассказывает о небесах? Потому что это творение Аллаха. Почему Аллах много рассказывает о земле, о деревьях, о птицах, даже о насекомых? Даже Аллах приводит пример комара, и Он не стесняется привести этот пример. Так ведь? Потому что даже комар – это величие Аллаха. Даже молекула, атом – это величие Аллаха. И мусульманин, который смотрит, Аллах говорит, смотрите, неужели вы не видите? И пусть посмотрит человек. Афаля тубсирун, неужели они не видят? Неужели они не уразумеют? То есть все, что мы видим, мы должны видеть в этих творениях величие Аллаха. Вот снег идет. Ученые говорят, что двух одинаковых снежинок не бывает. Да? Вот мы из окна видим миллиарды снежинок. Да? Это же творение Аллаха. Это все творение Аллаха. И поэтому все, что мы видим, в этих творениях мы видим величие Аллаха. Это Аллах сотворил. Поэтому Аллах говорит, хада мин халькилля, хада халькуллах. Это есть творение Аллаха. Таково творение Аллаха. Фааруни маза халякаллазина мин дуни. И покажите мне, Аллах говорит, покажите мне, что сотворили те, кроме Него. То есть, что сотворили те божества, которым называют помимо меня. Есть огромное количество людей, которые отворачиваются от Аллаха и ищут себе других божеств. Они поклоняются этим божествам, они взывают к ним, они просят у них помощи, они ждут от них чего-то, чтобы Аллах решил их проблемы, чтобы Аллах дал здоровье его детям, чтобы Аллах избавил его от долгов и других проблем, да? Тогда как он знает, что есть Аллах. Поэтому Аллах говорит, нет у него сотоварища, нет ему равным в сотворении, в творении. Поэтому говорит, это есть творение Аллаха, и покажите, что они сотворили.
Покажите, что сотворило солнце, которому поклоняются люди. Что сотворили эти звезды? Они тоже творения. Такие же творения, как и другие. Поэтому они не могут творить. Только Аллах Творец. И Аллах сказал, если бы все они, все вот эти люди, джинны, все они собрались бы воедино, да, были бы помощники друг другу, они бы не смогли сотворить даже муху. Даже еще меньше. Вот из ничего. Человек не может, творения не могут сотворить что-то, сделать что-то. Да? Поэтому Аллах говорит, «Фааруни, покажите мне». И этот вызов, он будет всегда. Что бы человечество не придумало, какие бы Аллах не позволил им сделать открытия научные, да? Аллах вызов бросил, и он всегда есть, этот вызов. Покажите мне, что они сотворили. Мы ничего не можем творить. Творец Аллах единственный. И поэтому нет у него сотоварища, нет ему равному ничего и никого в творении. Риск. Аллах наделяет нас риском. Все, чем мы питаемся, все наше имущество, все это от Аллаха. И нет для нас другого риска, помимо риска, который нам Аллах дает. Нет у нас. Поэтому человек, который пришел к Хусейну, который не мог удержаться от грехов, попросил у него насихат, сделай мне насихат, и он сказал, если ты очень хочешь сделать греховное, тогда найди себе риск, кроме риска Всевышнего. Вот когда найдешь, совершай свои грехи. И он подумал и сказал, так нет этого риска. Весь риск, все, чем мы питаемся, все, что мы дышим, все, что мы пьем, все, что мы имеем, это же Аллах нам дал. И нет никого. Поэтому есть огромное количество аятов, где Всевышний обращается к нам, к нашим умам, да, чтобы мы к нашим взорам, пусть посмотрят, вот суру Вакига прочитайте. Читайте суру Вакига. Машалла, это великая сура. Вот читайте тафсир, перечитывайте его. Столько обращений к нашим умам Аллах делает в этой суре. Посмотрите на облако. Разве на эти дожди, воды, вы их не спосылаете с облака или мы? Посмотрите на растения, посмотрите даже на то, что вы сеете, да, семя мужское, то есть на ваших детей. Кто дает это? Возможность родить, возможность стать отцом, матерью, бабушкой, дедушкой. То есть очень много обращений. Поэтому весь риск в руках Всевышнего Аллаха. Куль, скажи людям, «Ман ярзукукум минас самаи валь ард». Кто вам дает удел, риск, не спосылает с небес и земли? С небес и земли. Мир растений, который служит нам. Это же Аллах приказал им, чтобы они служили нам. Мы сажаем одну косточку, мы сажаем одно семя, и Аллах превращает его в растения, в посевы, в хлеб, в деревья огромные, которые дают нам свои плоды. Посмотрите на мир животных, которые день и ночь работают на нас работают они, да? Поэтому скажи, кто? «Ман ярзукукум минас самаи валь ард». Кто вам не спосылает ризк с небес и земли? «Ва ма бикум мин ни'матин фа мин Аллах». И любая ни'ма, любое благо, которое у вас, фа мин Аллах, это все от Аллаха. Это все от Аллаха. У тебя есть машина, это потому что Аллах тебе дал. У тебя глаза видят, потому что Аллах. Поэтому ризк все в руках Аллаха. «Валь ихья и валь имата». Оживление, Аллах оживляет мертвых. Аллах умертвляет живых. То есть человек рождается, животные рождаются, насекомые, птицы, рыбы, потому что Аллах дает им жизнь. Аллах тот, который дарует жизнь. И Аллах тот, который забирает жизнь. Да, есть причины, болезнь, ДТП,
какое-то стихийное бедствие, что-то на него упало, он куда-то упал. Но это же все по воле Аллаха. Это все причины. Если бы он не упал бы, то на него что-то упало бы. Если бы не упал бы, то тромб там разорвался бы. Или еще что-то бы. Все, риск закончился. И ангел смерти, все, там у него зазвонил. И все, с ним не договоришься. И Аллах единственный тот, который дает нам жизнь, и Он забирает нашу жизнь. Он забирает нашу жизнь. То есть у него нет, он ни с кем не делится в этом деле. Никто не может рядом с ним делать что-то такое. Даровать кому-то жизнь и забирать у кого-то жизнь. Все остальное это инструменты. Поэтому нет у него сотоварища аль-ихья валь-имата, то есть в оживлении и умертвлении. Вот тасарруф, вот тадбир. И нет у него сотоварища в управлении мирозданием. То есть все, что на небесах, все, что на земле, все, что за его пределами, да, все, что двигается, меняется, все вот эти явления, природные явления, да, все эти законы природы, там, ну, как мы их называем, да, физики, все это происходит только по воле Аллаха. Движение земли, солнца, небес, смена дня и ночи. Огромное количество аятов мы видим в Коране. Мудаббируль амр. Аллах тот, который управляет всем этим. И никто с ним рядом не может управлять с ним. То есть никто не делит его власть. Поэтому, если в этом у него нет сотоварищей, тогда почему у Аллаха должны быть сотоварищи в поклонении? Так ведь? То есть логика здоровая, здоровая фитра должна ответить на этот вопрос. Если только Аллах создает, если только Аллах управляет, если только Аллах дает ризк, если только Аллах дает и Он только лишает, если все в Его руках, ля хауля, валя куввата илля билля, мы с вами об этом говорили. Что означают эти великие слова, ля хауля, валя куввата илля билля? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда покидал дом, он говорил эти слова. И он учил нас, бисмилляхи таваккалю, когда мы выходим из дома. Бисмилляхи таваккальту аля Аллахи, ля хауля валя куввата илля билля. Бисмилля, именем Аллаха, таваккальту аля Аллах. Все, я уповаю. Я оставил свой дом, свою семью, все имущество. Кому? Аллаху. Аллаху. Все. Валя хауля валя куввата илля билля. Почему? Потому что ля хауля валя куввата, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Потому что даже движение, не то, что там огромных частиц, да, движение молекул, атомов, мельчайших частиц, все происходит только по воле Аллаха. Одна частица может поменять свое положение, свое место, да, только по воле Аллаха. Поэтому все, абсолютно все происходит от там, макро мира до микро, все только по воле Аллаха. Если мы это все понимаем, тогда мы почему идем к кому-то другому? А? Почему тогда мы ждем помощи у кого-то другого, когда все в руках Аллаха? Поэтому человек это должен понимать, он об этом должен размышлять. Если все решает Аллах, тогда зачем идти к кому-то и просить у кого-то, который также является кем или чем? Творением. Он такой же творение, он такой же раб, как и ты. Поэтому дуа – это есть право единого Аллаха. Только у Аллаха мы можем просить. И Всевышний не спосылал на эту землю пророков. Ученые говорят, что их было сколько? Ну, например, Ашкар в книге говорит, что их было 124 тысячи. Все эти пророки пришли только с одной целью. И все книги были ниспосланы с одной целью. Чтобы человечество и люди, и джинны, чтобы они поклонялись только одному Аллаху. И обращались только к Нему. И поэтому Всевышний в Коране говорит: «Вама умиру илля лиябудуллах, иляхан вахида». Им было велено только одно, чтобы они поклонялись иляхан вахидан, единственному божеству.
достойному поклонению. Ля иляха илляху. И нет истинного божества, кроме Него. Нет, все, больше никого нет, больше ничего нет, только Он. Субханаху амма юшрикун. И Аллах превыше того, кого или чего предают Ему сотоварищи. То есть люди поклоняются Солнцу, Аллах выше Солнца. Люди поклоняются каким-то изваяниям, Аллах выше всего этого. Субханаху амма юшрикун. Это у нас сура Тауба, покаяние, 31 аят. Сура Аль-Баййина, 5 аят. «Вама умиру илля ли'абуду Аллаха мухлисайна лахуддин». И им было велено только поклоняться Аллаху мухлисайна лахуддин, то есть искренне, без каких-либо примесей многобожия. Искренне одному Аллаху, будучи искренними в религии. Сура Аль-Баййина, разъяснение, 5 аят. Сура Ад-Дарият, 56 аят. «Вама халактуль джинна валь инса илля лиябудун». Аллах говорит, я создал джиннов и людей только с одной целью, чтобы они поклонялись мне. Сурат Аз-Зумар, 3 аят. «Аля лиллахи динул халис». Только Аллаху принадлежит искренняя религия. Искренность, то есть это очищение, это чистота от всех примесей ширка многобожия. Только Аллаху принадлежит. И таких аятов, дорогие братья, огромное количество. И наибольшее количество аятов и хадисов в разных формах. То есть призывы, есть приказы, веления Аллаха, есть предостережения, а есть еще угрозы, приходят именно касаемо дуа. Что касается единобожия, что касается многобожия, да, огромное количество аятов, наибольшее количество аятов и хадисов касается дуа. Именно дуа. Потому что, как пишут ученые, что дуа, именно это та дверь, это самая большая дверь к ширку. Самая большая часть людей, которые делают ширк, они делают именно через дверь дуа. Поэтому и самое наибольшее количество аятов призывают нас, именно касаются единобожия, они призывают нас, чтобы мы взывали к Аллаху, и предостерегают нас, чтобы мы не искали для себя других божеств и не взывали к ним. Потому что дуа, на самом деле, вот ученые говорят, «Ла на'ляму нау'ан мин анва'иль куфри ва ридда». То есть мы не знаем других видов, из видов куфра и вероотступничества, ридда, да, куфра, ширка, как, например, что касается дуа, то есть только дуа. Именно во время дуа люди совершают наибольшее количество ширка. И поэтому эти аяты, они запрещают нам искать для себя других божеств и просить у них. То есть они запрещают нам взывать к другим божествам. Они предостерегают нас. И идет еще не только предостерегание, а вагид. То есть ваат, вагид — это обещание. Ты сделал доброе дело, Аллах тебе обещал такую-то награду. А есть вагид. Ты сделал такой-то грех, и Аллах обещал тебе такое-то наказание. Это уже другой здесь слово идет вагид. Поэтому давайте посмотрим некоторые эти аяты. Суратуль А'раф, 55-56 аяты. Всевышний говорит: «Уд'у роббакум», взывайте к вашему Господу. То есть это вот как раз это первая форма, где Всевышний говорит: просто взывайте ко мне, просите у меня. «Уд'у роббакум», взывайте к вашему Господу, тадарруан, смиренно. Мы рабы, и мы должны чувствовать себя рабами. И мы должны знать, к кому мы обращаемся. Мы обращаемся к Создателю небес и земли, к великому Царю.
И поэтому мы должны быть смиренными. Вахуфья, в тайне. Не надо кричать. Аллах слышит все. Поэтому это один из адабов, когда сподвижники начали кричать во время дуа, да, Пророк ﷺ сказал, вы не взываете к глухому, Аллах слышит, поэтому не надо кричать. Да. Вахуфья, то есть в тайне. Иннаху ля юхиббуль му'тадин. Воистину Аллах не любит преступников, приступающих. То есть здесь речь идет, почему преступник? Преступник, он, значит, нарушил закон, да? И в обществе. И вот тот, кто нарушает законы Аллаха, он тоже преступник. Поэтому Аллах не любит тех, которые приступают его границы. «Уаля туфсиду фил арды ба'да исляхиха». И не распространяйте на земле нечестие, не нарушайте порядок на земле. После того, как Аллах его установил, этот порядок, привел в порядок все. «Вад'уху хауфан ва тамаан». И взывайте к Аллаху со страхом, с надеждой. «Инна рахматаллахи карибун миналь мухсинин». Воистину, милость Аллаха близка к кем? Кому? Миналь мухсинин, то есть тем, кто совершает благие дела. Суратуль Аграф 55-56 аят. Вот здесь Аллах повелевает нам взывать к Аллаху. Следующий аят. Сура Аль-Исра, ночное переселение. Аллаха ауид'ур рахман. Скажи, взывайте к Аллаху, взывайте к милостивому. Айяма тад'у фалахуль асмауль хусна. Как бы вы к нему не взывали, ему принадлежат наипрекраснейшие имена. Поэтому мы можем сказать «Я Аллах», мы можем сказать «Я Рахман», «Я Рахим», «Я Сами'а», «Я Басир». Так ведь мы можем использовать все известные нам имена Всевышнего Аллаха, его атрибуты. Даже Пророк ﷺ научил нас, об этом, иншаллах, мы еще поговорим, это будет в следующих лекциях. То есть даже мы можем, Пророк ﷺ научил нас обращаться к Аллаху даже теми именами, которые мы не знаем. Но это есть в дуа пророка ﷺ. Так ведь? Это суратуль Исра, 110 аят. Следующая сура Гафир, 65 аят. Хуаль хай. Он вечно живой. Он вечно живой. Он видит, он слышит, он знает. Он любит, он ненавидит. Он гневается, он довольный. Так ведь? Хуаль хай. Он вечно живой. Ля иляха илляху. И нет божества истинного, кроме него. Фад'уху. Взывайте к нему. Просите у него. Мухлисина. Будучи искренними. А что такое искренность? Искренность, когда только Аллах. Когда нет других целей. Мухлисина ляхуддин. Будучи искренними в его религии. Альхамду лилляхи раббил алямин. Вся хвала Аллаху, Господу миров. Сура Гафир, 65 аят. И вот ученые говорят, вот в этих аятах Всевышний повелевает нам, чтобы мы взывали к Нему, чтобы мы обращались к Нему, чтобы мы просили у Него и звали Его на помощь. И даже этих аятов нам достаточно, чтобы мы не искали для себя каких-то других божеств. Аллах говорит, просите у меня. Вот Аллах все время повторяет, я у вас есть. Просите у меня, я приму ваши дуа, я отвечу на ваши мольбы. Да? И тут человек, слыша все эти обращения Аллаха, да, призывы, он ищет для себя кого-то другого. То есть это же нелепость, это несправедливо, когда твой Создатель, твой Господь все время тебе повторяет, проси у меня, взывайте ко мне, я вам отвечу, я вам помогу, я вам дам и шифа, и ризк, и все остальное, и спасение в моих руках. А человек что делает? Он отворачивается от Аллаха и ищет себе других. Поэтому ученые говорят, вот даже вот этих аятов нам бы достаточно. Но нет. Люди, они отворачивают от истины. Они ищут для себя
других божеств. И поэтому Всевышний не спаслал аяты, где Он предостерегает нас, чтобы мы не искали других божеств, и чтобы мы не взывали к другим божествам. И вот в этих аятах Всевышний говорит, например, все аяты мы не будем приводить. Есть огромное количество аятов, где Всевышний говорит, взывайте ко мне, просите у меня, я вам отвечу. Все аяты мы с вами не стали приводить. И аяты, которые предостерегают нас, объясняют нам, что нельзя взывать другим божествам, их тоже много, но мы приведем несколько из них. Например, суратуль джин, 18 аят. Всевышний говорит, «Фаля тад'у ма'аллахи ахада». И не взывайте наряду с Аллахом никому не взывайте. «Фаля тад'у ма'аллахи ахада». То есть, кто-то может сказать, нет, я же взываю к Аллаху, но наряду с Аллахом я еще взываю к Нему, и к Нему, и к Нему. Аллах говорит, нет, все только к Аллаху. Не взывайте никому, не обращайтесь никому наряду с Аллахом. Ахада, никому. Также сурату Ра'д, 14 аят. Лаху да'ватуль хакка. И ему только принадлежит истинная мольба. Истинная мольба, только та мольба, которая адресована кому? К Аллаху. Только Он достоин наших мольб. «Валладзина яд'уна мин дунихи», а те, которым они взывают помимо Него, абсолютно все, кроме Него, «ла ястаджибуна лахум бишай», они ничем не могут ответить им. Солнце, оно не может не спаслать здоровье тому, кто у него спрашивает его. Небеса не могут дать, лишить тебя, избавить тебя от долгов или помочь тебе в решении какой-то проблемы. Нет. Аллах говорит, «Ла ястаджибуна лахум бишай». Они ничем не могут им ответить. И Всевышний обращается к нашим умам. Он же нам дал умы. Вот когда, например, учитель, даже в школе где-нибудь, в институте, в университете, он студенту своему дает какие-то знания, какой-то опыт, а потом, основываясь на эти знания, он у него спрашивает. Например, профессор медицины дал своему ученику какие-то знания, а потом говорит, ты должен был сделать вот так, я же тебе научил. И вот Всевышний, который дал нам разум, чтобы разум, он же не только для того, чтобы подумать, где что заработать, что взять, урвать. Нет, человек должен размышлять. И Аллах знает, что у нас есть разум. И Он обращается к нашему разуму. Потому что, субханаллах, ум, разум – это намного важнее, чем наши глаза, зрение, хотя все взаимосвязано, Это намного важнее, чем наши руки, ноги. Поэтому ислам не призывает нас к слепому фанатизму, когда вот все оно ниспослано, и все, иди. Человек должен размышлять. Но не размышлять в том, а истина это или нет. Нет. Человек должен размышлять внутри истины. То есть Аллах призывает нас, чтобы мы посмотрели на небеса, на землю. И вот Всевышний обращается к нашим умам и говорит, «Инналлазина тад'уна мин дуниллахи», воистину те, которым вы взываете помимо Аллаха, «айбадун амфалюкум», они же такие же рабы, как и вы. Они такие же рабы, как и вы. Кто-то обращается, не знаю, к какому-то святому, Кто-то обращается к какому-то изваянию, которое сами люди сделали из камней, из дерева, из чего-то другого. Арабы из фиников лепили, брали из финики, лепили это все. И вот, из пластилина, как скажем, И вот они взывали к нему, якобы он Мы знаем, что во время Ибрахим, алейхиссалям, отец его делал изваяние божества и продавал. Люди делали себе божеств и их продавали где-то на рынке, Поэтому Аллах говорит, воистину те, к которым вы взываете, помимо Аллаха, айбадун амфалюк, они такие же рабы, как и вы.
Они такие же рабы. То есть человек должен призадуматься. Разве можно взывать к ним? Поэтому солнце, несмотря на то, что является там источником колоссальной энергии, это свет, тепло, да, солнце нам рассказывает о величии Всевышнего Аллаха, о его власти, но ни в коем случае солнце не может быть объектом поклонения. Он не может нам решать наши вопросы. Он такое же творение, как и мы. Ни луна, ни звезды, ни горы, ни там другие существа. Они все рабы. Суратуль Аграф, 194 аят. Сура Саба, Всевышний говорит: позовите тех, которых вы считаете божествами помимо Аллаха. Ла ямликуна мithqala dharra. Они не владеют даже мельчайшей частицей ни на небесах, ни на земле. У них ничего нет. Как вы можете просить что-то у тех, у кого ничего нет? Это же вот человек пришел там к какому-то бедному факиру, у которого ничего нет, и он говорит: дай мне денег. У него ничего нет. И вот Аллах говорит: те, которым вы взываете, помимо Аллаха, которых вы считаете божествами, да, они ничем не владеют. Они не владеют даже мельчайшей частицей. Мithqala dharra. Мельчайшей частицей ни на небесах, ни на земле. Сура Саба, 22 аят. И таких аятов, дорогие братья, много, и мы будем еще их с вами приводить. И вот давайте быстренько вернемся к аяту, который мы практически во время каждой лекции вспоминаем. Сура Гафир, 60 аят. И вот Всевышний говорит: «Удауни», взывайте ко мне, просите у меня. У кого просить помощи? Так у меня просите, Аллах говорит. Не помню, когда один из очередных кризисов начался в стране, там, в мире, неважно, да, сейчас же, они всегда идут. Как бы мы думали, вот вчера был кризис, а оказывается сегодня, вот вчера еще не кризис был, да. И по телевизору показывает какой-то город, не помню. Какой-то город, на улице люди там не знают, что делать, вышли на улицы, у них там к ним подходят и спрашивают: ну как вам, каково вам жить, да. Они говорят: нам плохо, у нас денег нет, нам еды нет, и мы не знаем, к кому обратиться. Я такой сижу и думаю, да, смотрю новости и думаю: вот, субханаллах, 124 тысячи пророков пришли на эту землю, и они, чтобы объяснить это, вот мы не знаем, у кого просить, да. Аллах говорит: просите у меня, просите, я решу вам все ваши проблемы. Удууни, взывайте ко мне, астаджиб лякум, я вам отвечу. И дальше Аллах говорит: инналлазин ястакбируна, а те, которые возгордились, да, проявили кибр, высокомерие в дуа, взывание ко мне. Кто не обращается к Аллаху? Высокомерный. Кто-то говорит: я сам решу, я сам, попробуй, реши. Они войдут в гиену, будучи униженными. И вот в начале аята Всевышний призывает нас, чтобы мы обращались к Нему. В продолжении аята Он говорит: я вам отвечу. Он обещал нам ответ. Тогда кому еще обращаться? Зачем обращаться? Аллах обещал нам ответить. И дальше Всевышний уже говорит про высокомерие. То есть вот ан ибадати. Он не стал говорить ан дуаи. То есть а те, которые проявляют высокомерие, что касается взывания ко мне, Аллах говорит в поклонении. То есть дуа и поклонение. Это есть поклонение. Аллах дает нам понять, что дуа это есть поклонение. Поэтому те, которые возгордились в поклонении Всевышнему Аллаху, то есть в взывании к Нему, Аллах их унижит, и они войдут в ад. Поэтому Всевышний говорит: «Вама халакту джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Поэтому все виды поклонения только Аллах достоин. И
дуа является одним из величайших видов поклонения. И вот каждый мусульманин должен понять всю серьезность этого мас'аля, этого вопроса, этой проблемы. Да? То есть только Аллах достоин поклонения, и дуа, как один из величайших видов поклонения, это есть только право Всевышнего Аллаха. И как человек, раб, может наряду с Аллахом ставить его слабые, его беззащитные, его слабых беззащитных рабов, творения. Ведь только Всевышний может ответить на наши мольбы. Только Всевышний может избавить нас от проблем, от бед и страданий. Ибо аллази лахуль амру кулля, все только в его руках. Решение всех вопросов только в руках Аллаха. Уабиядихиль хайру кулля, и все благо только в руках Аллаха. Шифа врач тебе не может дать. Врач может создать все причины, сделать все причины. Он может вырезать, зашить, но результат, как это все срастется, какой будет результат, и как даже рука, палец будет резать, все в руках Аллаха. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Все по воле Аллаха. Поэтому бьядихиль хайр. Все благо в руках Аллаха. Ва иляйхи юрджа'уль амру куллю. И к нему возвращаются все проблемы, все вопросы, все возвращается к нему. И никто не может изменить его решение. Никто не может отразить его решение. Аллах, если решил сделать вот так, все, это так и будет. Так и будет. И когда слабый приходит к нему, Аллах дает ему силу. Когда униженный приходит к нему, Аллах только дает ему айзза, величие. Только Аллах может дать величие униженному. И только Аллах может избавить нищего от его нищеты. Никто помимо Аллаха. Любой факир, который не может найти свой ризк, избавиться от долгов, он приходит к Аллаху, и только Аллах может избавить его от этой нищеты. Поэтому, дорогие братья, вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после намаза говорил следующие слова. Вот эти слова, это зикр, обязательно надо выучить, и его надо использовать. Это на самом деле великие слова. Если мы будем говорить эти слова и понимать смысл этих слов, да, мы решим очень много своих проблем. И мы поймем очень много вещей. Аллахумма ла мани'а лима а'тайт. О Аллах, никто не может лишить того, чем ты одарил, что ты дал. Если Аллах кому-то дал что-то или решил дать, то никто не найдется, чтобы пришел и лишил его этого. Если Аллах даст тебе имущество, никто не может лишить тебя этого имущества. Но если Аллах кого-то лишил чего-то или решил лишить, никто не может прийти и дать ему то, чего Аллах его лишил. И ни один обладатель ни имущества, ни силы, ни величия не может перед Аллахом принести какую-то пользу. Поэтому это великие слова, которые мы должны превратить в обычные наши зикры, иншаллах, и понимать. Пусть Аллах Тааля даст нам возможность, и всем мусульманинам, нашим братьям и сестрам возможность, чтобы мы только взывали к Нему, обращались к Нему с нашими мольбами, и чтобы никто из нас, из наших родителей, детей, наших внуков, последующих поколений, чтобы они не искали для себя других божеств. Пусть Аллах Тааля даст нам единобожие,
возможность жить в единобожии и возможность умереть, будучи единобожниками. Субханак Аллахума бихамди, шаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.